В принципе, что бы мы ни хотели, что бы мы ни делали, если развитие событий не будет происходить по тому или иному сценарию, мы искусственно подтолкнуть не сможем. Правильно? Просто нужно быть готовым, когда жизнь подойдет к какому-то этапу, уже иметь готовые структуры, готовые схемы действия, готовое представление на тот или иной вариант развития. Ну вот я, например, думаю, просто вот вам представлю маленький эскиз. Ну, например, если у нас кризис, который сейчас начался, будет развиваться по наихудшему варианту, как это говорят, 3, 4, 5 лет продлится. Через год, как бы всем ясно, через год от стабилизационного фонда ничего не останется. А социально обязательные государства, если Путин говорит, мы в этом году выполним, на следующий год нечем будет их выполнять. Правильно? Что в этом случае начнется? Вот просто я этот пример привожу, как мы должны думать и мыслить. Что в этом случае начнется? Тут два варианта. Первое, нужно будет изыскать ресурсы. Сталин в свое время изыскал ресурсы как? Грабил крестьянство. У нас кого грабить? Олигархов. Об этом, кстати, Лужков уже заговорил. Слышали, да, его последнее выступление? Надо взяться за олигархов, забрать у них денег и успокоить население, как заткнуть пасть. Ну, я думаю, этот вариант, он для власти очень плох, что попробуй отними, тебя самого снесут. Да. За границу? Нет, даже не в том, что это слишком сильная, как бы, это слишком мощная сила, которую так легко. Попробуй отними, что называется, действительно. Попробуй возьми. Это может получиться так, что там, папа, я медведя поймал, так веди его сюда, не пускай. Так и здесь может получиться. Но, тем не менее, допустим, мы можем рассматривать такой вариант власти для того, чтобы сохраниться. Первый вариант – попытаться изыскать внутри страны ресурсы. Второй вариант – попытаться привлечь западный капитал, так как это происходило при Горбачеве, как происходило при Ельцине. Но много уже не дадут. Уже, как бы, я так полагаю, что никто не заинтересован в усилении России. Поэтому внешних заимствований много не будет. Так, на поддержание. И в этом случае, для того, чтобы сохранить власть, что нужно? У олигархов не можешь забрать, тяжело, страшно. Грабить тех, кто послабее, нечего. Крестьяне уже ограблены. И что в этом случае для того, чтобы найти врага? Когда находишь врага, то внимание народа отвлекается, правильно? И в этом случае, я думаю, ну это вот как, допустим, в нацистской Германии нашли врагов в виде евреев, и нацию объединили. Здесь такая же опасность существует. Это вот первый вариант, если не будет принят, отнять у олигархов. А второй вариант вполне возможен. А это создать ситуацию того, что разваливают Россию националисты. И тогда что? Тогда начнется как бы жесткое выявление лидеров национальных движений, а ту на них, они во все виноваты, их убрать, и Россия опять будет едина. Такое возможно. Ну, это вот я просто в качестве примера говорю, как мы бы должны были бы рассуждать для того, чтобы понять, что может быть. И в зависимости от различных вариантов развития событий и формировать наши, так сказать, отношения, наши способы. Просто говорить корень спасения нашего народа в сохранении семьи, мы на семью действительно не можем воздействовать. Это такая консервативная структура, это настолько интимная структура, что в нее непосредственно мы, как вот общественная организация, не сможем воздействовать. Просто не сможем. Реальное. Вообще говоря, мы можем воздействовать только на умы людей. На умы людей мы можем воздействовать методом печатной продукции, методом интеллектуального воздействия, методом написания статей, книг, общения. Вот только эти методы мы можем повернуть и изменить сознание. Изменив сознание, мы можем надеяться, что народ выберет более правильные пути. Ну и
завершая свое как бы, видение, я хочу сказать, что действительно мы находимся сейчас на таком этапе. В одиночку мы свой народ вне пределов России не сможем вытянуть, на какой-то уровень поднять. Все будет очень сильно зависеть от того, как будут в России развиваться события. Будет ли первый вариант, второй или третий. Ну, так вот, схематично их может быть больше. Я не претендую на то, что я все варианты учел и возможны. Это нужно дальше рассуждать и рассматривать. Но в любом случае, я думаю, что из всех наших вот, ближайших действий, ближайших размышлений, нужно попытаться элиминировать, устранить любые вопросы, связанные с политикой. Вот просто на сегодняшний день. Просто этап такой. Вот просто время пока такое, что как только мы подставимся и будем обвинены в политиканстве, стремлении к политическим целям, стремлении как бы поднять под себя государство, использовать, это для нас очень большая угроза. То есть я думаю, что в ближайшее время нужно пока только сосредоточиться на развитии интеллектуальной стороны дела. Готовить, скажем, создать клуб, интеллектуальный клуб, для того, чтобы в первую очередь прояснить и разобраться в том, какова реально будущность нашего народа. Изучать так, как происходит сохранение своих национальной совести, своей национальной культуры, тоже в Европе. Там много очень маленьких народов. Они же сохраняются, правильно? Вот я думаю, пока на этом этапе. То есть надо дождаться, чем закончится кризис, и ближе к его завершению уже можно будет формулировать, может быть, и политические цели. Но сейчас это, на мой взгляд, очень опасно. Вот самое главное, что мы можем и должны сделать, это создать интеллектуальный клуб, который будет в первую очередь заниматься, я уже не буду повторяться, а создание организации с жесткой дисциплиной, это создание, скажем, нас легко можно будет обвинить, что мы ставим какие-то политические радикальные цели. Вот, на мой взгляд, этого следовало бы сейчас избежать. Может быть, я ошибаюсь. Логика Тельдибека. Да, то есть я пидемини его итезаларны князя Ильдимат ной чиврать на турб летера все итле всяк сивых ватрат пидембе туда дошивайни хадалмат пударсасын кими хадалмат тарате кими тумапслать бурде булаш нравилось мяни каран шивайни бурде булаш а вот через разговор Педим логика, педим мне калачи шанда пельмеле апелесиора, телекрет пульзагармас шанда мин блакти, тимбарбилзе, хадр буласи о калики минутума, ханда килли калли. Кашнигын тилиншлазасын организации шалда велика официальная структура мар, шалда bir перегалать Иран симертивать Тепрегалачок, мне алградус сивидет, хаталинмилет толпсамзам, пунсля мендевин пулзайдет, она хадр бумала. А хадр была создасын, вы не плештермили, а вы не меня плештермили, дисциплина заргали в нас. Я беру я шла за вот это мендумалование, а мне майбана, ну так, не сильно дармала. Хамыр ұжымырда қалашар алзасын, Ленин қалашыны. Еркілі қалашықне, чынақта, анжақта ежінні ғышын, қаласы оны, анда дисциплин зірмін, даны бедаймасын. Бедегілгі. Өте организациясыне дисциплина қаламас бір, ебір камсана ежіні, ол вылыча ебір қаламас бір, сана күрзақинет бірде, кардежінде қалат бір үран сәмек тұмазасын, сүйок, бұл қашны хый, онан зайылзесін, мен думалыне, караны бір, Хамру жумрда видеть целый Халасада, хоть Америка было, Халасада было, вот сам дед. Варят думала, вот сам день, что тоже не думала. Нет, мне.
То, что Россия распадется через 50-60 лет, это уже известно, наверное. Это Ничего не известно. Абсолютно. таванчақты мұны бұл да. Мәжін дедесін Айфлайық. Онбеги диаспора белді нектсеген бұл барады. Шамбек шинзем шау шайра қалашына пулдарны епшуқатта ебар қайынғанже бұрбе тим білеғаспайт ол над ебар шау нацияны кушланы епулан шигын маны темскери өт жұмақан Пинкашни Руж, анжақта шуғжын шайы, диаспоразен шуғжын шайы, жаңнатсы проблематикіне алыннан шайды келесіне келешледесін, деті мақамызында келешмелі мақамызда, манавы педе сауындар. Китай жевнеріх бұл нашы бізім. Педе сауындар Китай апқаспайды. Бұл құмда мана мен мұнда кележі, шин епхам шауындар шуғлама структуралан ташта айткенелле идеализация демске тума пулдарман ябалына ебархамет тума асилезерма шоуцмахан конкретно билма мана бедем смахан ман педе анукка Мекер. Еблай дерем. Мантал детеме ойстала. А еще гениальные, слушай, я дешенінде Дементьев Мазяров. Радиобажа пригласительно. Самиха Лаев биде слушаем двата вот. кыштак ман Хотя журнал гирлевал терес. Вот кунда орынышкалары бирин терезей. Ну вот Малевана паян пирим власть бу. Вот менде килжек мана жак шоғыш. Камземде влажан жакмар жергелесек мала. Паян мен бұл зайдеп бирин. Слава қалашлы театр анжаларчы. Ну, умеки нумай бирин культура менен же жаблай. Мен жын бұл зайды шабия балналар кірмелі. Мен жын бұл зайды. Мен жын бирин бұл коллеги дегенне. Коллеги дегенне миссиясы культура жаблай. Педемешпе жергелесек бұрат. Энер дағамзен белардым бұрда, онда да қавақ кезінде бұрек кейін. Урықта сеземде, онда пранжарайны бейс, порнайш. Мен таранда бур. Шамбада вот Николай Гошкалаш қалага нақшакте бала. Система бол пулмала, ну, дисциплин дегенде бол. Тица бұраған етен бол пач уйрым пәчекерехіне бол пулмала. Анжақта интеллектуализм, кала бір түрлі шайризм. Озым, клуб пулза, миле малала, миле пулмалы ненде шутлаза, хурза, адамдар мадырышмалла. Шаб вақтардақ, ебір шаб клуб анжақ власть структурыны нембеді баймасы бол. Пурбырех смахран шабмек тесегизиглерда. Гарсиялорк менебе Яковлев латры спектакль. Тавады шамрак чаваш хиради, ну, менде артистский зем, шамрак чаваш хиради зем. Гарсиялоркында шуб кежанбек сцена. Кукуруз початки зембе анонизм ба заниматься тут негда бирни Яковлев. Она бахнахысын бирни чынақтағында головой зенені мая загайнеріш. То есть шаммек я балазине тыца чарасты зесін. Шаммек я балазин пулсаам бытчыр, ан тухчыр дезен, шак, ну, курынман бай буладинде бол, шак қаласны мәле булат бол. Влашри шак коллегин жегамзырны баражында вот хула администрациясында мензенде, ну, шав идузине татарансым камзен булаш, шавзине бардак мен вырна возинде марынде кибеште жинзине жандылатсы быма тұрышмалла.